Сюда пройдите, дядьки, сюда. Сюда пройдите. Где линия аута? А у них это линия? А, вот так. Вот, да, между есть. Все хорошо. Какой аут? Не аут. Давайте повнимательнее. Мяч у желтой был. Вперед туда. Да. Иди к ним. Куда ты торопишься, Албан? Куда ты торопишься? Фишка есть у вас? Фишка? Я вам чуть отойду туда, чтобы всех тренеров будет хватать, да? На экранчик, да? Босану? Протокол где? Айбек, а протокол есть? Кто играет? Высота 12 играет, и не в чи. Не, я понял, не, по составу. Игроки. Сейчас принесет. Тяхтал, сразу верхом. Что, да? Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футбола. Мы продолжаем трансляцию в прямом эфире матчей международного турнира памяти Вячеслава Амина. И сегодня мы для вас в заключительном игровом дне турнира показываем матч Нефчи и команды Абдышата. Ну и давайте, наверное, сразу же взглянем на турнирную таблицу, чтобы узнать статус этого матча, какие места занимают команды. Вот, Абдышата на втором месте. И после 4 игр в активе этой команды 7 очков. Нефчи на 5-м расположился месте, в активе лишь 1 очко. Ну, вроде бы турнирные расклады ясны, но для того, чтобы стало более понятно, наверное, давайте посмотрим полную таблицу. И на первом месте команда Азия Гол, у которой 12 очков, максимально возможное количество очков. Вот прекрасная возможность у Абдышаты открыть счет в матче, удар. И совсем рядом ведь мяч проходит, и партнер, набегая, совсем не хватило ему возможности, чтобы открыть счет в матче. Азия Гол на первом месте 12 очков, на втором Абдышата 7 очков, на третьем Хайрат F1 7 очков, Хайрат F2 6 очков, Нефчи 1 очко и Нитро на 6-м месте 1 очко в активе этой команды. Да, вроде бы Абдышата на первое место не претендует уже, потому как Азия Гол здесь уже за тур до окончания турнира стала недосягаемой для соперников. А вот за второе место как раз таки Абдышата и борется в первую очередь с Хайратом F1 и с Хайратом F2, но у них будут другие матчи. Свои матчи будут. А вот Нефчи попытается удержаться выше последнего места. Вот такой у нас расклад и мотивация у команд для того, чтобы выиграть в этом поединке. Ну, пока большей частью проходит игра на половине поля Нефчи. Абдышата в статусе фаворита. Жесткое такое столкновение, единоборство, и судья останавливает игру в пользу канской команды. Будет разыгран штрафной сейчас. Дальний удар. И будет угловой. Давай, просыпаемся, ой! Хорошо, Алима, спокойно, простой футбол. Ищи свободу, Алан. Мяч быстро ходит. Мяч направо. Еще дальше. Ну и там не смог удержать сейчас 10-й номер команды
Аут. Нефтяники. Борьба в центре поля. И вот хорошая возможность у Невчи. Будет удар. Высоковато. Неплохая атака получилась, да, у Невчи. Все в стиле своей взрослой команды, да, своих старших сокомандников. Имею в виду, конечно же, команду Невчи во взрослой лиге, в крымской премьер-лиге. Также очень много Невчи играет в том чемпионате через как раз такие быстрые контратаки. Вот, хороший удар и гол! Нет, мимо. Мимо. Показалось, что в ворота идет мяч. Показалось, да, действительно, что мяч шел в ворота, но рядом со штангой прошел мяч. Да, и Невчи в премьер-лиге играет такой схожей манере. Через вертикальные быстрые пасы вперед, и там отсекается очень большая группа игроков. Да, это один из стилей в футболе, когда всем понятно, что вот команда Абдышата тоже имеет свой почерк игровой, да, то есть команда вот даже на детских уровнях пытается играть в пас, короткий пас, средний пас, да, много владеть мячом. Ну вот против таких команд как раз таки и есть такое оружие, противоядие, когда мяч очень быстро доставляется в переднюю зону, да, минуя, да, большую массу игроков команды соперника, и там навязывается борьба, и затем попытка взятия ворот. Вот и в этом матче Невчи как раз таки используют такую тактику, когда забрасывается мяч в свободную зону и навязывается там борьба и попытка нанести удара по воротам. Ну и вот сейчас давайте, наверное, обратим внимание на протоколы игры. Познакомлю вас, дорогие друзья, с игроками, которые есть на поле. Невчи состав: номер 10 Алихан Адельбеков, номер 11 Сардор Усаров, номер 17 Урбаев Джамшитбек, номер 15 Абай Пахыров, номер 6 Даниэль Гульчиитов, 27 Амир Абдыкалилов, номер 5 Арсен Манапбаев, номер 99 Умар Азизбеков, второй номер Дастан Джилдушбаев, 77 Абубакир Абдыкадыров, номер 1 Ариет Орозмамбетов, номер 8 Эрмумат Хачкурбаев и четвертый номер Ислам Алиев. Состав команды Абдышата: номер 1 Джунушалиев Баяман, номер 8 Руслан Таласбаев, 6 Шабдан Алманбетов, номер 12 Тилек Сабырбеков, 21 Ариет Булатханов, номер 13 Руслан Алымкулов, номер 27 Тамерлан Мурзабеков, 11 Алан Кузякин, 17 Фарух Сайфулин, 10 Атабиев Султан, 22 Роман Горлов, 22 Ахмед Харыбеков, номер 30 Попов Вадим, номер 14 Алимов Тилек. Счет матча 0-0, пока не открыт, но большей частью, наверное, владеет мячом команда Абдышата. Но вот Невчи часто выходят такие контратаки, и они, на мой взгляд, также опасны, да, доставляется мяч близко к воротам, вот, и трудятся уже защитники Абдышаты. А Невчи постепенно приближается к чужим воротам. Не удается никак команде Исканта завладеть мячом, да, дабы перевести ее на чужую половину поля. Вот сейчас потеря в центре, а Невчи пытается использовать разреженное пространство. Шабдал Алманбетов скидывает аут. Хорошо подстраховал 21 номер Ариет Булатханов в защите, наставил мяч вперед. И там борьба. Вновь заброс.
Неудачный такой отскок мяча. Вот вроде бы большинство имеет защита Абдышаты, но все-таки тревожно возле их ворот. На опережение вратарь, конечно, должен играть здесь. Спокойно! Ширина! Шатал, ширина! Спокойно, быстрее! Раз, два. Неплохо. Ай, молодец! И передача направо. И можно здесь бить поворотом. Гол! Абдышата открывает счет в матче. 1-0. Здорово, Рома, Тима, умница! Да, и вот такое празднование гола. 16-й номер. В замечательном стиле открыл счет в матче. Еще один момент у Абдышаты можно пробить. Не, в последний момент успевает там защитник помешать нападающему Абдышаты. Нарушение. Потеря мяча. Что за отбор, Альет, ты? Вот в таких вот единоборствах, один за одним, которые следуют, да, как раз таки нефтяники приближаются к чужим воротам. В пользу Нефчи. Аут будет. Давай, Кеша, подбодри их, что-то они сонные. Вновь передача вперед идет. Влад, давай, давай! Ну, я напоминаю нашим зрителям о том, что счет в матче 1-0. Впереди Абдышата. Ари, кого держишь, Ариет? Попадает в стенку мяч. И теперь необходимо быть осторожнее, да, на разыгрыше с последней линии, с передачей вперед. Что там, нарушение? Офсайд. Там можно с вратарем тоже отыграться. Но для этого нужно быстрее вратарю принимать решение. Мяч уходит за боковую линию. Да, прессинговали. Прессинговали, конечно, голкипера. Неудобно было ему принимать мяч. Ну, мяч со скоком к нему пришел, поэтому вратарь обработать должным образом мяч не сумел. Ну, в этом есть шансы, да, Нефчи. Промахивается защитник последний, ну кто будет первый на мяче? Будет выход, нет, там успевает защитник оттянуться, удар, голкипер вроде бы отбил на добивание, мимо. Что же такое в этой атаке случилось? Не попал поворотом игрок Абдышаты. Казалось бы, вот он момент, да, можно было удвоить преимущество. Подними голову немножко. Иди вперед. Давай, давай, Алмазик, Радмир, разговаривай, Радмир! Ну, у нас, кстати, неплохая такая атака была сейчас в исполнении Абдышаты. Да, мы знаем, опять же, если делать отсылку в кыргызскую премьер-лигу, да, Абдышата не только умеет подолгу разыгрывать
мяч, да, ну, в такой позиционной атаке действовать. Ну и крайне эффективно в прошедшем сезоне, по крайней мере, играла в быстрые контратаки с хорошим использованием игроков, забеганием игроков в свободную зону, да, и доставкой мяча. Вот сейчас в этой атаке Абдушады было нечто похожее. А этот момент у нас опасный. И у команды Нефчи хорошая возможность сейчас открыть счет своим забитым голам в этом матче, сравняв, да, по итогу. Удар. Вратарь пропускает, мимо рук пролетает мяч. 1-1. 1-1. 1-1. Вот как бы, да, все не складывалось хорошо для Абдушаты. Вроде бы и мяч команда держала, неплохо атаковала, моменты свои имела, гол забила. Но вот такой вот штрафной случился. И казус с голкипером небольшой произошел, когда мимо рук, мимо пальцев пролетел мяч. Бывает такое у вратарей. Да, вроде бы кажется, мяч летит в руки. И уже голкипер думает о том, куда он будет отдавать его. Немножко внимание где-то рассеивается. Да, и в этот момент мяч проходит сквозь пальцы. Может быть, так и было в этом эпизоде. Но, тем не менее, 1-1 счет. Да, встает там игрок Нефчи, 5-й номер, насколько я вижу, отсюда Арсен Манабаев. Все с ним в порядке. Все с ним в порядке, можно продолжать игру. Давай, давай, быстрее, бери мяч! Иди! Быстрее, шире, тебе! Вики, вперед! Вики, присягнул! Вот! Ну и потеряли мяч. Абдушатинцы здесь. Срезается мяч, но все равно затем все-таки доставляется в центральную зону, зону атаки. Пашхораты мяч. И там уже игроки борются. Уходи от него, Димон! Угловой. Отжать будет стоять. Может быть опасно. И вратарь. На этот раз очень уверенно, хорошо сыграл голкипер. Опередил на мгновение соперников. И вот сейчас может десяточки убежать, да, по флангу. Нет, пришлось сместиться в центр, назад. Неплохо, неплохо. Шестой номер принял решение. 27-й заходит ближе к воротам. И отбиваются нефтяники. Тамерлан Мурзабеков пытался пройти сквозь ряды защитников команды Нефчи. Уже отправили же сюда. Кому отправить? Вот здесь люди сидят, орут. Поэтому я спрашиваю. Посмотрите, кто там тренер. Еще он говорит, 3 человека тренер. Я должен показать, если нету, выгоняйте из поля. Выйдите из поля. И орите. Если брат там есть. Не, братан десим, где братчика десим. Брат и Kimsin ananı? Aman! Короче, geçten beri kat etmiyor. Sen tırışmayın. Atlaç. Нет, опять не надо. Эй, что там?
Но даже комментировать нечего в этом эпизоде. Поговорим о погоде. Сегодня прекрасная погода в городе Кант, на полях которого проходит этот замечательный турнир детский, да, в 3 возрастных категориях. 11, 12, 13 годов рождения ребята здесь встречаются. Международный турнир, замечательный. Да, юные футболисты имеют возможность набраться опыта, практики в таких матчах. Приезжает команда из Казахстана. Ну, хороший представительный турнир. Игра продолжается. Абдышата с мячом, перевод направо. Ну а счет матча, напомню, 1-1. Дима, простую нашу игру через контроль, через короткие передачи. Угловой. Подача. Вратарь там не дотягивается, почти что гол. Там мяч уже залетал в сетку. Вынесли его. Защитники. Вынесли, помогли вратарю. Неплохой момент был, да? Абдышаты сейчас. Все назад, все назад. Не надо передерживать. Ну, такой сдвоенный центр нападения у Невчи, интересно, да? И именно туда доставляется мяч. Ну, то есть, понятно, здесь тактика Невчи, да, и, может быть, указание тренера. Вот такой мощный центральный кулак у Невчи в центре атаки, куда стараются вот партнеры доставить мяч. И опять по центру. Невчи будет аут. Подавать справа. Ну ты все время нарушаешь, Да, не чураются такой силовой борьбы. Наверхе Невчи готовы вести ее. Неплохо. Опять вперед. Вот опять, да, посмотрите, вот доставляется мяч в центральную зону атаки. Постоянно, каждый пас целенаправленно идет туда. Не куда-то во фланг, да, а вот именно в эту зону. Ты, Фарух, сохрани мяч, Фарух! Отскок. И кто будет первым на мяче? Сула, иди сюда. Эй, Дима! Смотри, когда я подводится, и ты не Олег! либо у тебя Олег! Руслан! Вон там! Голова Вон! горит! Видишь? туда. Вот, молодец, Алиев! Угловой. Слева Невчи будет подавать. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Подача есть. Промахиваются игроки Абдышаты, но мяч у них. И хороший разрезающий пас вперед. Рвется к воротам Алан Кузякин. Будет удар. Мимо ворот. Мимо ворот прошел мяч. Хорошая быстрая атака получилась у Абдышаты. Пока Невчи не успел еще вернуться назад, да, перестроиться, занять свои позиции. Канская команда быстро провела свою атаку. Он не готов! Он не готов! Вот! Алмаз! Давай соберитесь там, Алмаз! Впивается Невчи. Мяч по центру вперед. И сам! Под
подхватывается и можно идти дальше. За кого играешь, Ариет? Направо. Ну да, действительно, контроль здесь за зелеными. Неплохо мяч передают друг другу. Ребята Абдышаты. И аут. Можно пробить. Мимо. Ну и приближается к окончанию первый тайм. Счет по-прежнему 1-1 в этом матче. Преимущество во владении мяча, наверное, больше у Абдышаты, но по моментам, которые создают команда, наверное, равная игра, равное количество моментов и у одной команды, и у другой. И вот теперь можно что-то придумать. Удар, гол! 2-1. Абдышата в самом конце первого тайма. Алан Кузякин, автор этого гола. 2-1. Вот теперь в прекрасном настроении. Наверное, ребята Абдышаты пойдут в раздевалку. Ну, а тренеру Нефчи следует, наверное, своих ребят немножко поднастроить. Да. И так заряженная команда. Видно, что Нефчи играет таким, с хорошим настроением, таким по-спортивному. Злые ребята, настроены, решительны на игру, на единоборство. Да, здесь вратарь должен выбирать, конечно, выбегать. Но если не знаешь кому, надо выбивать вперед, говорят. В таких случаях. Но нашел он своего партнера, молодец. Нарушение. Прошлый штрафной привел к забитому голу. Давайте посмотрим, что случится сейчас. Да и солнце против вратаря Абдышаты. Вполне возможно, что этот фактор тоже сыграл, да, свою роль в пропущенном голе. Что будет удар, наверное. Далековато, правда, до ворот. Но тем не менее. Нет, подача. Еще. Хорошая была возможность у Нефчи. Два игрока оказались совсем рядом друг с другом. И, видимо, где-то чуть-чуть помешали друг другу. Прозвучал свисток. И сейчас у нас небольшой перерыв на минут 5. И затем будет второй тайм этого матча. Что там, начнем мы сегодня, нет? Второй тайм матча Нефчи Абдышата стартовал. Счет 2-1. Канская команда впереди. В самом конце первого тайма кантовчане забили мяч, как говорится, в раздевалку. И в хорошем настроении готовы продолжить этот матч и во втором тайме. Влад, ты все время
Вновь мяч у зеленых. Разворачивается их атака. Следует передача направо. Неплохо, неплохо, да, по задумке у Алана было Кузякина, да, автора второго забитого мяча. Развернись, отдай Климу, вот так, подними голову. Ближе! Тима, предлагаться надо, Тима! Стоять! Ну, видно, да, что ребята не теряются. Да, даже вот если соперник находился даже рядом перед шестым номером, да, Шабданом Алмамбетовым, все равно он пытался найти лучшее решение. Вот он сейчас опять с мячом, шестой номер. Неплохо, да? Вот согласитесь, что и пас у него хороший. Видит он партнера, открывающегося. Ну вот момент сейчас. Мимо ворот пробил 17 номер Фарух Сайфуллин. Да, в этом эпизоде, возможно, можно было бы сыграть и получше. Но, однако, там уже падая, игрок пытался нанести удар. Вперед налево. Кэп назад на Шабдана. И Шабдан вперед адресует передачу. Ну, хороший первый пас у шестого номера. Набери в руки, Рапс! Ерик есть! Браво, быстрее, есть! Неплохая была передача вперед, да, на 17 номера Невчи. Неплохо разобрался. И передача прекрасна на Алана Кузякина. А вот от него в центр передача была не столь успешна. Браво! Лево! Рома, бежать! Рома, что вышел? Но, судя по всему, в параллельном матче Кайрат крупно обыгрывает своих соперников, команду Нитро, и поэтому Абдышате в текущем поединке надо побеждать, чтобы остаться на второй позиции. Осадили чужие ворота абдышатинцы. Еще подача. Передача еще одна. Невчи отбивается. Как может отбивается. Но вот сейчас что-то получится. Передача в центр. Вот 14 номера не прошла Телек Алимов. А вот и Невчи сейчас попытается в своей контратаке забить. Неплохо. И хорошо убегает. Там 30 номер. Свежий, только что вышедший на поле. Угловой. Вадим Попов. Это был под 30 номером. Что ты ноешь? Давай соберись. Опа, Рэв, что там?
Подача, перелетает мяч через голкипера. Вот в первом тайме был похожий, да, эпизод, когда мяч вытащили из опускающийся мяч в ворота был, да, там вынесли защитники. В том эпизоде тоже вратарь промахнулся. Ну, я думаю, что наберется опыта еще голкипер. Вот как раз таки через такие игры, да, учатся игроки оценивать траекторию мяча. Невчи в атаке. Долго 6-й номер принимал решение. Не смог он найти своего партнера. Возможно, для передачи. Будет здесь нарушения? Нет. Ну и игрок Невчи быстро встал, да, молодец. Не стал апеллировать там судье, хотя, возможно, кому-то показалось, что была игра, был толчок, да, в спину. Но молодец, стал и играет дальше. Передача направо. Не доходит до адресата мяч. Вот виной этому 8-й номер был Невчи. Хочкурбаев, Эрмамат. Амир Абдыкалилов. С аута мяч скидывает. Его здесь побороться надо. Ну, здесь нарушение будет, да, нарушение. Ну вот так вот иногда эмоции прям захлестывают игроков. Ну там ничего не было страшного, там показалось игроков, что намеренная подножка, там не было такого. Оба игрока бежали к мячу. Но я думаю, сейчас судья должен разъяснить, да, эту ситуацию. Когда футболист на полной скорости бежит к мячу, да, любое касание соперника кажется преднамеренным. Давай, Ария, да вот рядом есть. Что ты делаешь? Вот! Ну, снова 30-й номер. Попов несется к воротам. Голкипер выходит. И там пустые ворота. Угловой будет. Чью-то жопу, в голову попадут, блин, только не в ворота. Угловой справа. Дышита будет подавать. Еще один угловой. Но пока подача. И мяч выбивается подальше. А он еще не готов, куда ты не суешь? Иди сюда, Ария. Так, стоп, смело пошли. Леха. Это не суешь. Хорошо, молодец, хорошо.
Контроль! Неплохая техника вот у 27-го номера Абдышаты. Передача! Такая прострельная передача была в направлении ворот. По диагонали, да, немножко шел мяч. Обращайте на то, что кто-то добавит там из партнеров. Что? Дима, ты руки убери свои. Да, тут в параллельном матче, скорее всего, без шансов Хайрат обыграет крупным своего соперника, если не ошибаюсь, там уже 5 безответных мячей. Поэтому Абдышате надо этот матч выигрывать. Ну, Шабдан прекрасно играет, прекрасно сыграл. Ну, прям хороший игрок. Ну, 6-й номер Абдышате прямо очень хорошо выделяется своей игрой. Нарушение в пользу канской команды. Ну, а теперь Абдышата попробует забить. Гол! Гол! Какой дальний прекрасный удар! Забивает Абдышата, а? Десяточка. Султан Атабиев делает счет 3-1. Выше! Выше! И навязывается борьба здесь. Да, и требуется, видимо, помощь. Да? Нет? Да, Руслан, ниже! Чего вы так высоко? Неужели Невчи тоже будет пробивать отсюда? Далековато до ворот. Нет, навес. Но не ждал там 10-й номер Невчи этого мяча, хотя в сторону него он летел, Алихан Адельбеков. Но ввел в заблуждение, наверное, игрок, который находился перед ним. Тем не менее, угловой подача. Но здесь вратарь достает мяч. Да, вот по физическим параметрам, да, Невчи неплохо, сложно, да, видно, что рослые игроки у этой команды, которые пользуются своим преимуществом, да, играют головой, отдают много верховых передач. А, вот будет. Да. Чуть не успевает немножко 10-й номер Алихан Адельбеков к этому мячу. И голкипер Абдышаты вводит в игру мяч. И Шабдан вот по левому флангу. Передача на капитана. А десяточка мяч упускает. Нарушение? Нарушение. Дани, Дани! Дани, вот что-то!
Срезался мяч с головы Шабдана. И сразу опасно. Опасно у ворот Абдешаты. Да, аут. Мяч ушел за линию. Дальний удар. Голкипер забирает мяч. Спокойно. С этой стороны, конечно, солнце не светит, поэтому такие верховые мячи, наверное, чуть легче даются голкиперам. Но не позавидуешь сейчас вратарю Нефчи, против которого солнце. И вот в пропущенном третьем голе вполне может быть и сыграла роль то, что голкипер против солнца стоит. Не удается никак выбить мяч в Пачхороте. Налево перевод. Надо здесь подхватить, развернуться. Посмотреть, где находятся партнеры. Потеряли мяч нефтяники. А там вряд ли догонит, да, Попов этот мяч. Только что вроде Попов по правому флангу бегал. Совсем недавно теперь по левому флангу бегает. Ну, что, в принципе, для крайних форвардов не проблема. Да куда ты шарашишь? Поиграй низом, а? Неплохо. Хороший пас! Но и надо выжать максимум из этой атаки. И вот сейчас можно пробить. Нет, передача последовала. Что будет с нарушением? Это шанс. Это шанс. Да быстрее, можно поторопить, товарищ судья. Пожалуйста, можно поторопить. Меня! Стойте нормально, не надо вот так орать. Как будто ты... Давай, до меня, отходи. Хороший шанс у Нефчи. Кстати, неплохой. Да, до ворот не так уж и далеко, можно и пробить. В прошлый раз кантовская десяточка забила. Посмотрим, как Пачхорота пробьет. Есть удар по воротам, но там помогает игрок Абдешаты своей команде. Угловой будет слева. Подача. Будет гол. Нет, вратарь забирает мяч. Сориентировался там в этой куче. Алик, пойдем. Зачем нам сюда? Ну что ж, видимо, Абдешата приближается к заветному второму месту
да, победит команда, но шансы высоки, да, у Абдышаты. 3-1 команда выигрывает. Ох, еще один гол! Еще один гол. 4-й гол забивает Абдышата. 4-1. Вновь такой дальний удар со штрафного. И Султан Атабиев уже теперь с правого фланга забивает. 4-1. Шабдан, красавчик, со скоком мяча хорошо отработал. Несмотря на то, что не успевал он к этому мячу, там был отскок, да, все-таки правильно рассчитал он, куда опустится мяч. Ну, однозначно, вот, мне кажется, для меня, по крайней мере, согласитесь вы со мной или нет, дорогие друзья, ну, вот Шабдан, вот 6-й номер, несмотря на то, что счет крупный, и вроде бы можно было бы назвать и лучшим игроком матча игроков, которые там забивают там, по 2 мяча, вот, допустим, 10-й номер, да, Абдышаты. Ну, для меня вот Шабдан, 6-й номер, Абдышаты, Алмамбетов. Шабдан, вот, он показывает. Ой, хороший удар и гол! Красавец Алан. Алан Кузякин тоже решил стать автором 2 забитых мячей, 5-1. Алан тоже неплох в атаке, да, был в этом эпизоде конкретно. Вот, но Али, извините, Шабдан Алмамбетов все-таки на протяжении всего матча демонстрирует хорошую игру. И вот посмотрите, он даже не меняется, да, как другие игроки. Вот он сейчас с мячом. И пас какой хороший отдал, а? На Алана Кузякина. Такой вот интересный вот игрок, вот, Шабдан. Вот сейчас тренер скомандовал, чтобы он пошел ближе к воротам. Видимо, есть у него и бомбардирские качества, да, забивать. Может быть, головой. И здесь можно побороться. Удар. Вновь дальний удар был. Вот посмотрите, опять Шабдан с левого фланга прибежал в центр, помог партнерам своим и отвел угрозу от ворот. Ну, здесь толчок был. Да? Да, толчок был здесь в спину. Еще один дальний удар. Вот рядом прошел, совсем рядом мяч прошел. В нашем матче 5-1 счет. В параллельном матче Хайрат крупно победил Нитро и ждет результата этой игры. Давайте болеть. Направо передача. Не удается здесь доставить мяч поближе к чужим воротам. Звучит свисток финальный. Дорогие друзья, с счетом 5-1 Абдышата побеждает в этом матче. Нефчи из Пашхораты и приближается к своей заветной цели, да, стать как можно выше. И в итоге
В итоге Абдешата, да, становится вторым